сначала откроешь. Да, хорошо, открою. Потом миллиард. Алло, Райнур. Да, Равиль, я слышал вас, да. Сначала откроешь. Да. Мы сейчас в Ютубе, в эфире Ютуба. Да, Равиль, я слышал вас, да. Так, время 15:00, я начинаю вебинар. Сейчас подождем где-то минуту-две и начнем. Так, пока мы ждем участников, да, минуту. Я пока расскажу о нашем новом цикле интервью. Значит, мы решили в этом году запустить цикл лекций о татарах от известных татарских спикеров, да. Хотели, чтобы у нас каждую неделю были гости в эфире, и мы рассказывали о татарах, о нашей истории, культуре, о наших истоках, традициях и вообще о нас в целом. И вот, Ревизель Абым, мы вас пригласили как первого спикера, такого вот важного в теме этой. И для нас, в общем, хотелось бы, чтобы мы начали как-то тему широко и задали тон этой цикла, этой серии лекций. Вот. Так. Хорошо. Дорогие друзья, Кадерле Дуслар, приветствую вас на канале портала Питер Татар. Мы начинаем цикл лекций о татарах от известных татарских спикеров. И наш первый гость – это Резим Салихович Валеев, известный журналист, в прошлом сапкор газеты «Комсомольская правда», «Советская культура», первый главный редактор молодежного журнала «Идель», один из создателей Союза татарских общественных объединений Резим Салихович Валеев. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, кардашляр, коллеги и все те, кто интересуется татарами. Тему эту мы выбрали, конечно, не случайно. Я с большим удовольствием согласился принять участие в этой акции портала Питер Татар, Питер.Татар, потому что в последние 3 десятилетия исключительно занимаюсь именно этой темой. Я был среди тех, кто начинал организацию Всемирный конгресс татар в качестве зампреда и участвовал в создании программных документов, так что где-то 90-е годы мы усиленно думали, как легализовать слово «татар», как распространять, как организовать татарскую жизнь, ибо это была новая эпоха. Вот теперь тоже настала новая эпоха, новые возможности. Теперь есть интернет, спутниковое телевидение. Изменилась ситуация с точки зрения государственного строительства, демократии и в ту, и в другую сторону. И главное, теперь уже есть кадры национального движения или просто интеллигенции. И Республика Татарстан уже в новом статусе. Это не так, как было в 90-е годы. И есть необходимость
чтобы мы образовали татарский мир виртуальный или отражение татарского мира в интернете. Учитывая это, группа молодых коллег при Всемирном конгрессе татар, форум татарской молодежи начали по просьбе руководства проект такой осуществлять. Интерактивная площадка татарского мира. Но действительно, почему мы не можем, открыв одно окошко в интернете, один кадр, один экран, не можем найти все, что касается татар и татарского мира, взаимодействовать, писать, отвечать, слушать, увидеть видео, фото, чтобы через интернет объединиться как-то, чтобы это было как одна организация. Вот иногда люди бегают по митингам или там собираются на съезде, или садимся на самолет, летаем по всему миру. Вот давай-ка встретимся с татарами Новосибирска или там Польши. А почему нам ежедневно не встречаться с теми, с кем мы хотим, или совместно не устраивать форумы? Такая площадка, конечно, нужна. Ну, и такая есть как бы форма общения. Татнет, такая структура начиналась формироваться где-то лет 15 тому назад, татарский интернет. Ну, вы сами знаете, татарский интернет тоже на полпути застряло. И есть татарское движение, ученые татарские, и со словом «тат» очень много. Татарская музыка, музыкальная. Вы можете печать matbugat.ru Данила Сафарова отражает все публикации основных татарских изданий, но не всех, не все телевидение, не все радио там может попадаться. Поэтому есть необходимость, чтобы вот молодые Райнур Хасанов и другие ребята и девушки занимаются. Они показали мне свои наработки. Я обрадовался, что есть молодежь такая, и полная решимости создать виртуальный мир, такую площадку. Но в то же время мы знаем сложный опыт. Был проект Раиля Гатауллина «Татар-Иле». Он хотел социальные сети образовать. Действительно, социальных сетей татар очень много, но так получается, что из 5-6 или даже 8 миллионов татар в интернете сколько? Активным образом мы можем рассчитывать на 1000, 2, 3, 5, 10. По некоторым эпизодам может быть 10 тысяч или несколько десятилетий. И все. А где они, сотни тысяч татар? Где миллион татар? Такая тоска. Где же? Ау, татары, где вы? Этим озабочен не только я, и не только руководство Всемирного конгресса татар. Я, как ветеран этой организации, говорю. При Татар-Информе создается сайт milliard.tatar. Интересный сайт, новый сайт. Посмотрите, какой претенциозный заголовок «Миллиард». Конечно, речь не идет о том, что мы объявляем татар по количеству миллиардам. Но фигурально, как бы образно, действительно, почему нам не решить, что мы такие мирного значения, мирового. К тому же мы же говорим Всемирный конгресс татар. Форум всемирной татарской молодежи. Какой всемирный? Поэтому нам приходится смотреть, вот миллиард татар. Сейчас Равиль откроет нам карту этого сайта «Миллиард татар». Давайте посмотрите карту мира. И уже миллиард татар уже покрасили. Российская Федерация 5 миллионов 310 тысяч. Там внизу посмотришь Казахстан. 270 тысяч татар есть. Там рядом Узбекистан, Туркменистан, Афганистан. Или по России смотришь ли, рядом с нами Башкортостан, внутри России еще есть другие регионы, их тут не видно. А вот карту открываем российские, внутри России. Вот Башкортостан, 1 900 000. Эти цифры по итогам переписи 2010 года. Татарстан. Смотри, Равиль, еще другие регионы покажи нам. Пермский край и Свердловская область. Пермский край 115 тысяч. Ханты-Мансийский автономный округ. Свердловский 143 тысячи.
102 тысячи Тюменская область. Посмотрите, вот эти покрашенные уголки, это все территории, где живут и жили, давно жили, а кое-где недавно живут татарское население. Поэтому вот эта карта, вот эта предварительная карта, конечно, это еще и не все информационное пространство, потому что в каждом субъекте федерации или в каждой стране есть населенные пункты, есть в районе 4000 сел, есть несколько сотен городов, где компактно живут татары. Вот мы говорим, что татар в такой-то области много, 100 тысяч, или в каком-то городе 20 тысяч, а вот он выйдет на улицу, татарин, он второго татарина когда последний раз видел? Хорошо, если у него есть где встречаться, если он увидел, допустим, неделю тому назад 2 татар, или на концерте там 15 татар, а так может и не видеть. Можно прожить всю жизнь в субъекте федерации или в области, в стране, где живут несколько тысяч или несколько десятков тысяч татар, а их нет, он никогда не видел. Хорошо, когда какой-то сабантуй или какой-то праздник или концерт устраивается, есть информация, тогда есть шанс. Поэтому мы заблудившиеся как бы татары. Получается, что наш народ рассеянный по всему миру, дисперсный мы называем ведь. Поэтому мы должны вот перед микрофоном, перед компьютером консолидироваться. Если посмотреть, пожалуйста, Равиль, открой карту нашей молодежи, интерактивная площадка. Интерактивная площадка. Вот она. Вот это нарисовала наша молодежь. Гузалия, Райнур, они Гузалия Гениатульно открыли, вот интерактивно, на 3 языках написали. Они видят вот такой мир. Очень убедительно. Они посмотрели, посмотрите эти светящиеся точки, вот там татары живут. Карта уже есть. А вот 3-4-уровневая карта, чтобы мы могли ткнуть, найти страну, а потом найти там область, потом в области найти города и села или районы, а там на картах районов есть населенные пункты и с описанием этих населенных пунктов, сколько человек живет. А нас ведь еще интересует, сколько же тут там есть, допустим, мечети, клубы, школы, может быть, предприниматели, может быть, магазины. Где они? Нету их. Мы не можем их найти ни на карте, ни в компьютере. Может быть, по Яндексу, по Гуглу можно найти. Поэтому почему эту тему мы выбрали в качестве первой лекции? Давайте-ка вместе подумаем теперь, какую карту мы будем создавать, как мы будем искать друг друга по земному шару. Мощно мы называем себя всемирной организацией, всемирными татарами, но ведь в России мы 4%. Это много, это второе место, но тем не менее после 80% русского населения 3-4% не так уж мало. А ведь в средние века, в 16 веке количество татар и русских было примерно одинаково. Правда, то, что называлось татар, эти тюрко-татары, другие тюркские татары, народы тоже были. Там много что изменилось, и как бы культурная высокая нация, буржуазная, как так называемая нация татарская, сформировалась в конце 19-го, начало 20 века. Поэтому проблема, что такое татарский мир, кто он татарин, кто не татарин, и как поживает себя, это очень сложная, интересная проблема, поэтому я буду сегодня об этом говорить, я и буду показывать вам некоторые книги, которые можно найти в интернете. Я вот предлагаю сначала свою книгу. Равиль обещал поставить на сайте Питер Татар к 20-летию федеральной автономии татар России. Я был лет 5 председателем этой федеральной автономии. И в этой книге есть мои воззрения и расчеты и названия учреждений, организаций, связанных с этим, с российскими татарами. И на странице 180 указано расселение татар по России. Кто сколько живет. Ну, во-первых, по миру. Азербайджан, допустим, 25 миллионов в 2009 году, а Армения, Белоруссия 7 тысяч, а 25 тысяч. Казахстан 203 тысячи, Киргизия 31 тысяча на 2009 год,
и так далее есть указано. А что по России? Мы посмотрим, поскольку скоро предстоит перепись населения. Вот, Марийская республика в 1939 году было 27 тысяч. В 1989 году было 43 700. А 2000 тоже 43 400, примерно с ростом. А в 2010 году 38 тысяч. Уже 5 тысяч в минусе. Это Марийская республика, хорошая республика, добрые отношения. Башкортостан в 1939 году 617 тысяч. В 1959 году, даже после войны, 768 тысяч. В 70 году 944, это почти 200 тысяч плюс. В 79 году на 4 тысячи меньше. А в 89 году значительно меньше, больше. В 89 году 1 120 000. Сильный рост в 89 году. Это объясняется тем, что советская власть как бы не могла вмешиваться, люди записывали себя как могут. Во втором году упало количество татар в Башкирии, в 2010 году чуть-чуть добавилось. Теперь вот мы до 89 года мы не дотягиваем еще 10 тысяч, нет, 100 тысяч количество. И так по каждому региону тут есть цифра расселения. Интересно наблюдать, что вот Самарская область не сильно снижается, почти примерно ровно держится. Вот это означает, что татарский мир в Самарской области крепко держится. Астраханская область в 1989 году 71 тысяча, в 2010 году 60 тысяч, 11 тысяч в минусе. Оренбургскую область в 1989 году 158 тысяч, сейчас 151. Конечно, на это количество татарского мира влияет демография, мало ли детей рожаем. В семьях урбанизированных, городских детей рожают другие народы, русские, другие армяне, народы и татары тоже. Очень урбанизированное, не сельское население. Ну, кто-то куда-то переезжает. И потом, если это подлинно татарская семья, почему бы им не иметь детей, хотя бы 4 в семье? Поэтому татарский мир имеет свою статистику тоже. Сегодня мы можем говорить, что татарский мир имеет что? Что такое татарский мир? Это места, регионы, где живут татары. Почему мы этот термин сегодня мы берем? Да потому что есть такая традиция теперь. Есть русский мир. Посмотрите, Советского Союза не стала Россия, но ведь татары, русские Латвии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Украины, они ведь русские люди. Тем более еще часть местного населения как бы пошел по пути обрусения. А кто они такие? Это в Канаде очень много русских. В Америке, я знаю, что в Нью-Йорке есть микрорайон, куда приезжают иммигранты русскоязычные, евреи, русские. Некоторые из них английский язык не знают, они общаются там на русском языке. Поэтому, естественно, татары, проживая там, где они живут, особенно если живут веками, если это их коренная как бы страна, регион их рождения, их исторического проживания в течение тысячелетий, а это не диаспора. Поэтому татарский мир, так же как русский мир, или англоязычный мир, китайский мир, немецкий, смотри, по-немецки говорят и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Северной Италии, посмотрите, в другим. Или на французский говорят в части Канады. Их влияние, их духовность, их культура, их общение существует. И поэтому мы можем татарским миром называть то места, где живут татары. Ну, плюс к этому мы, в отличие от, допустим, татарского движения или татарского образования, татарской литературы, татарских общественных структур, мы можем сказать, что это самое широкое понятие. То есть, если татары компактно живут в каком-то районе, в каком-то городе, в каком-то микрорайоне, их
их рынки, их культурные учреждения, их мероприятия, сабантуи, они влияют, народ их знает, и потом их дети как бы женятся на местном населении друг с другом. Поэтому это татарский мир. И вот эта статистика нам показывает, что татарский мир как бы может сохраняться только в том случае, если друг с другом общается. Во-первых, в рамках своего региона и страны. Во-вторых, друг с другом. И теперь последние годы пошло общение с Татарстаном. А ведь только в Татарстане есть Академия наук, учебное заведение с татарским языком, с татарской культурой, культурные учреждения высокое, оперный театр, филармония, спутниковое телевидение. Посмотрите, то, чего не было еще в советские годы, многое появилось. Уже здесь, и почему мы не должны, как живой организм, ежедневно общаться? Не знаю, получится или не получится у наших ребят, и я тоже буду принимать участие, чтобы в интернете было окошко, чтобы мы могли войти в любой регион, любой город, любой населенный пункт и могли увидеть там, что там есть наши, где наши. Вы можете открыть сайт Всемирного конгресса татар. Не обязательно, но Равиль, может быть, откроется. Вы там увидите там о конгрессе русскоязычный можно, татарскоязычный тоже. О конгрессе есть там строка, есть там предпоследняя о конгрессе. И вниз смотришь, вот татарские организации, это на татарском языке открыл. Там же и на русском есть, кстати, если кому-то тяжело. Татар Дуньясы, Татарстанда, Ильда Дуньяда. Вот верхние общественные организации, вот общественная организация России, нажми сюда. Общественные организации нашли, вот это организации, которые зарегистрированы. Вероятно, в основном, вот тут открывается вот Адыгея, Алтай, Архангельская область. Открой Архангельскую область, Равиль. Вот там есть организация национальной культурной автономии, Калимуллин Рим Мукамилович. Хороший певец, хороший общественный деятель. Вот мы находим в Архангельской области, там даже его телефон написан. Хотя не факт, что все телефоны захотят. Но вот в каждой из этих областей. Давай сейчас откроем Астраханскую область. Астраханская область. Там тоже есть городской телефон. Это Анвер Ибрагимович поставил. Там ведь не только одна организация, там несколько, в некоторых регионах несколько организаций. Здесь заключены те организации, которые официально приняты в Конгрессе татар. Но в татарский мир включают в себя организации, которые вступили в какой-то международной организации, а другие зарегистрированы, третьи не зарегистрированы. Для меня вот татарский мир – это тот мир, если там в населенном пункте или в общежитии есть клуб из 3 человек, если библиотека есть, если начальная школа есть, если клуб любителей рыбалки или интернета есть, это татарский мир. Это там что-то происходит. А вот если из какого-то региона в течение месяца, года не приходит вестей, вот, ну, мы можем сейчас, вот, мы не стали открывать дальние зарубежья, там Польша, Румыния, Америка, Германия, Турция. Вот я давно не слышал, из Анкары не получал информацию. Значит, мой недостаток, значит, из Анкары мы не получаем информацию, или из Стамбула, допустим. И с любой точки мира, с любой точки Российской Федерации, стран СНГ, мы можем и должны получать информацию. Мы можем сообщать им. А как сообщать? Ну, домашние адреса, фамилии. Вот Санкт-Петербург. Кстати, вот Санкт-Петербург. Прекрасно. Молодец, Равиль открыл. Региональная автономия, руководитель Раис Марсович Яркаев. Еще там, посмотрите, там Магдеев Ринат Рауфович, он постоянно на нашем медиафоруме. Хасанов Салим Талхинович. Магдеев Ришат Тагирович. Смотрите, сколько организаций. И это ведь не все. Я в 1995 году приезжал на юбилей газеты «Нур» и увидел, что там активно общественная жизнь шла. Вот Гатчина в области, Норов Ильяс, Кутуев Иньятулла. И вот тогда я запомнил факт, вот сколько лет прошло, 25 лет прошло. В Питер я приехал, и там я увидел
башкира Камиля Хайруллина. Он то ли встречал, то ли провожал меня, он показал свое хозяйство. Вот интересно, 25 лет прошло. Камиль Хайруллин башкир, по моим родам даже из Челябинской листовой области. Я отслеживаю с тех пор его, он помогает своим землякам. В татарском мире есть такой башкир, который в Питере дружит со всеми, помогает людям. Почему мы не должны знать? А через него мы можем еще его земляками подружиться. И с башкирами Челябинской области, посмотрите. Поэтому наш мир татарский, он в общем-то расколотый. Вот я без бумаги, может быть, сумбурно или сбивчиво говорю, меня всегда заставляет интересоваться целенаправленно приоритетность этнокультурного признака, потому что раскалывающие моменты огромные. Во-первых, конечно, социальные. Одни богатые, другие бедные. А другие большие начальники, другие безработные или простые рядовые работники. А они татары. Одни мусульмане, другие, конечно, больше всего мусульман, а другие, может, другими религиями, может, православные, может быть. И огромная, очень дружная армия атеистов. Они тоже татары, посмотрите. Религия тоже как бы разделяет. География нас разделяет. Кто-то в Мордовии, кто-то в Московской области. Кстати, в Московской области, в Москве и Московской области количество держится здорово. Вот Москва, мы видим там культурно-национальную автономию в составе Конгресса татар и землячество Талия Яруловна вот такой. А в Москве ведь и другие организации есть. Они, может быть, они не состоят в общественной организации. Я знаю, что активно соревнуется, мне очень потешно смотреть на их соревнования, штаб московских татар и другие организации. Вот это все татарский мир. Если в Большом театре танцует мастер танца из Татарстана или татарин, это татарский мир. А Московская область? Московская область, Фарид, наверное, будет доволен, что количество жителей Московской области татар и количество Ханты-Мансийской области идут, последние годы шли, наращивали в других субъектах федерации тысяч на 10-20, поменьше становилось, а Подмосковье растет, поскольку, видимо, переезжают, видимо, держатся. Да и рожают, наверное, посмотрите. Мне не безразлично, как рожают, в какой области, как женятся, посмотрите, как они живут, какие мероприятия сами проводят, и сколько есть общественных организаций. Татарский мир, их достижения обязательно нам нужны. Поэтому вот я все это говорил, прямо распинался для того, чтобы доказать, что татарский мир, миллитр, можно сказать, татар дуньясы деген понятие, нам надо взяться за это, и татарский мир отразить в наших планах, в нашем сознании. И в связи с этим я хочу вам показать книгу «Татар дуньясы». Татар дуньясы. Каждая страница написана на татарском, русском и английском языках. На 3 языках. К столетию ТССР в Татарстане изданный. Конечно, шикарный, 400 страниц, огромный формат. Татар дуньясы. И здесь что тут есть? Во-первых, тут есть история происхождения татарского мира, татар в мире, татарской этноса. Их государства, которые были в древнем мире, в средневековье, их проживание в эпоху царского самодержавия, советский период, образование, система образования, культура, музыка, изобразительное искусство. Я не буду листать, Равиль обязательно повесит. Я передал. У этой книги есть интернет-версия 100 Татарстан сайт.ру к столетию. Вот вы найдете татар дуньясы, там 100 цифрами татарстан.ру, вы там найдете пейдж «Татарский мир», книгу, и вы увидите все 400 страниц этой книги. Татарский мир в ваших руках. Посмотрите, при помощи интернета вы можете получить начальное
среднее и даже высшее образование о татарском мире. Разве не интересно первый композитор, первый художник, какие выдающиеся личности татарского мира были, классика, то, что было вчера, позавчера, или через какие страдания прошел наш народ, какие достижения были, кто такой, допустим, при царе был Феликс Юсупов, а вы знаете его? Или там очень много дореволюционных таких выдающихся явлений, личностей есть. Поэтому татарский мир, это, через эту книгу, классику мы можем знать. Это нужно для того, чтобы мы через интернет могли объединиться, найти свое место. Вот почему мы не можем свою страну, свой населенный пункт найти? Вот посмотрите, книга, это моя книга, покажется или нет. Вот татары у себя дома. Я сегодня почему-то про Россию говорю, поскольку моя книга называется «О татарах России». То есть вот Кремль московский, Кремль казанский, булгарский малый минарет. Вот татары в России везде у себя дома. И когда мне говорят, что вот вы государство потеряли и так далее, я всегда говорю, во-первых, у меня есть Татарстан. Благополучие Татарстана, возможность реализации научного раскрытия или культурного развития татарского народа в моих руках, в наших руках. Тем более Татарстан активно взаимодействует с регионами, с той же Ленинградской областью, городом Ленинграда. И в Конституции Российской Федерации написано: республики, почему-то Владимир Вольфович все время обижается на это государство. Да, во всем мире сейчас государства изменились, сейчас корпорации трансконтинентальные сильнее, чем государство. Нам не обязательно, чтобы каждый этнос имел армию, деньги и так далее. Но вот почему мы, имея свое государство, а Российская Федерация для меня это как бы продолжение древней нашей империи. Вы знаете, как называлась она? Почему-то последние века называют Золотая Орда, на самом деле Улус-Джучи и другие регионы. Вот почему татарский мир России полон татарскими названиями сел, городов, людей, традиций. Поэтому мне очень это интересно, татарский мир в рамках бывшего Советского Союза, в рамках Российской Федерации. Знаем ли мы это? Знаем ли мы своих соплеменников, живущих в разных регионах, их традиции? Слабовато знаем. Имеется ли наука? Имеет. Я вам показываю вот одну. Я советую. Почему я показываю? Вот эти книги все есть в интернете. Особенно в интернете Института истории Академии наук Татарстана. Я вам покажу, каково быть татарином Рафаэля Хакимова. Прекрасная книга, интересная, если вы актуализируете. Рафаэль Хакимов. Вы называете tatarovet.rf, открываете, ищете и находите. Или как возникла Великая Тартария. Он пишет тоже Рафаэль Хакимов. Это все утвержденное, научное, никакой провокации тут нет. Или как живет татарский мир, когда мы говорим, знаем ли мы это или знают ли про нас? Не очень, честно говоря. Я читаю портал «Питер Татар», и то не все знаю, что происходит. Я могу только сказать про Татарстан. Вот вчера у нас предпоследний день была выставка Ментимира Шаймиева, фотовыставка. Я думал, что я все альбомы знал. Зашел все-таки на всякий случай из уважения. Мне было так интересно, что в каждом из 26 залов такие факты выложены, такого значения проходили события мирового значения. И участники, такие президенты стран мира, и России тоже, и такие мысли говорилось. И получается, это не выставка Шаймиева, это выставка Татарстана и татарского мира. Даже подумалось, будет ли еще когда-нибудь так много ярких событий, какие были в Татарстане в эти 90-е, 2000-е, 10-е и нынешнюю эпоху. Будет ли так? Вот такой факт для меня очень было важно, интересно узнать. Потом захожу в Дом дружбы, там открылась
открылся год единства народов и родных языков Республики Татарстан. Вот этот день, он для всех народов Татарстана и в то же время для всех татар, ибо, знаете, татарский мир, ведь он на чем держится? Язык наш, так же как история, она экстерриториальна. И культура наша экстерриториальна, она не признает административные границы. Поэтому мы, развивая в Татарстане татарскую культуру, татарский язык, поддерживая или прессу, или интернет, мы телевидение, мы как бы даем жизнь, расширяем весь и ваш регион, и образование, система образования ваша, и общение ваше. Получается, пришло время, пришел век, когда при помощи современных технологий нас уже не разбить, нас уже не забыть. Конечно, есть далекие острова, небольшие острова, татарские острова дальние, скажем, с Дальнего Востока переезжают. Конечно, трудновато там выжить, поскольку там мало народу, кто-то переезжает, кто-то мало рожает. Но тем не менее консолидируются татары не только вокруг культуры, вокруг образования, вокруг средств массовой информации, они географически тоже консолидируются. Новосибирск – это же столица Сибири, хотя там дальше татар, может быть, не так много, но зато у них география обширная. Так вот, сердце татарского мира – Волга и Урал. 80% татар мира живут в двух федеральных округах. Где-то в районе 20-30% населения составляют татары. Не 3, а 20-30%. Посмотрите. Получается, что мы, общаясь с этим регионом, проживая в этих регионах, и наше количество, наша статистика, наша перепись в основном там находится. И я знаю, что уехавшие из Удмуртии, из Башкирии, они в Москве, в Петербурге, они же поддерживают связь со своей родиной. Мы один мир, поэтому нам главное найти же свои авторитеты, свои знаковые личности. Для меня вот живет в Германии Рашид Сюняев, астрофизик, татарин мира. Конечно, первый президент Татарстана, действующий президент Рустам Нургалиевич. Для меня это калибр такого. Я не говорю, что эти личности или там президент, обязательно президент всех татар, хотя мы так считаем, так фигурально выражаем, но тем не менее народ не может быть представлен только одним человеком. Я считаю, что невозможно, чтобы один человек спас весь народ. Это невозможно, у каждого народа свои корпоративные какие-то другие интересы. А вот вчера на той же встрече, где я был, в Доме дружбы, встретился с Аидой Мухамеджановой. Молодая симпатичная девушка, которая в «Голосе» выиграла. Недавно я обнаружил на сайте Питер Татар, на портале, интервью с ней, прекрасное интервью. Посмотрите, я сказал: Сайда, син безден татар халкының езі, ты лицо нашего татарского народа. Симпатичная, очень умная девушка, и она мелизмами своего голоса, исполнением, то, что она через культуру передает, она общетатарского значения, общепланетарного значения татарка. Может быть, фигуристка Загитова, по-татарски не знаю, как она говорит, но то, что она открылась года 2 тому назад, и я признал ее, да, она родилась, потом родители Удмуртии, потом родная деревня отца утонула над водохранилищем, но тем не менее она тоже так же, как Саида, выразительница, как бы лицо татарского народа, потому что она красавица, потому что она спортсменка. И душа ее, недавно обнаружила, она исполняет танец на татарскую музыку. А то были разговоры, что вот он ваша, не наша. Как не наша? Наша. Или Ринат Максютов, ученый, который изобретает вакцину. Смотрите. Институт космических исследований возглавлял Роальд Сагдеев. Без наших, или про астрофизика я уже сказал, уйма великолепных, выдающихся личностей, вот через этих персон, через их достижения в науке, в производстве, в художественном творчестве, как бы люди узнают наших
ну, наших именно по своему духовному настроению. И поэтому мы ценим каждого человека, который помогает татарскому миру, который знает, который изучает. Я еще одно событие последних лет Татарстана хочу показать. Вот книга Булата Султанбекова про Семена Денисовича Игнатьева. На днях, на той неделе его похоронили. 92 года. Историк. Такие книги он за последние десятилетия, такие книги Булат Султанбеков, советую запоминать, искать в интернете. Репрессированные в годы советской власти, пытающиеся руководителей. Вот в эта книга, которая для меня последняя, он месяца два тому назад показал мне свои рукописи и советовался, да, я горжусь, что он говорит, вот я заголовок поставлю, как ты посмотришь, это по телефону. Название придумал. Эту книгу я еще полностью не читал. А Игнатьев не татарин. Более того, он был сталинским министром безопасности после Аввакумова в 1952 году. То есть вот, участвовал в очень сложных делах. Так ведь Игнатьев после того, когда Сталин умер, естественно, Игнатьева не расстреляли каким-то совершенно случайно, поскольку он участник таких событий. Его поставили первым секретарем Башкортостанского обкома, потом в Татарстан. За 3 года он поднял национальное образование Татарстана, татарское образование. Он согласовал с ЦК партии, он учредил премию имени Габдуллы Тукая. За последние все годы ни один из лидеров, за исключением последних 30 лет, я еще не соизмерял нынешних президентов, не делал для татар так, как делает Семен Денисович Игнатьев делал. И его через 3 года, конечно, по жалобе своих же татар или чиновников, его быстренько отозвали и сказали, ты плохо себя чувствуешь, 56 лет, и на пенсию он отправился, потом писал книги. Вот Семен Игнатьев, вот татарский мир какого человека имеет, знатока системы, сталинской системы государства. Он родился и вырос в Узбекистане, он знал разные народы, он уважал, в Туве работал. Посмотрите, есть такие люди. Поэтому татарский мир наш, как я сказал, что состоит из литературы, искусства, культуры, истории. И очень важный аспект татарского мира – это краеведение, регионы. Каждый из нас родился в каком-то поселении, в каком-то районе, в каком-то городе. А знаете ли вы историю своего края, своего дома, своей улицы, соседей? В Татарстане, вот сейчас в последние годы издается книга, журнал «Туганжир», «Родной край». Вот это специальный номер, специально прочитал, последний в декабре вышел. Там, вот если вы почитаете этот номер специальный, кстати, он тоже в интернете, на сайте Конгресса татар, Туганжир называется. Какие есть публикации? История татар в 20 веке. Первое наступление в СССР против татарской советской политической элиты. Султан Галеев. Деревня Татарстана в этносоциальном контексте. И в 1944 году, 9 августа, ЦК ВКПБ, ведь война идет, не поленились, издали такие постановления ЦК партии о работе татарского обкома партии, что татары что-то не так делают. Они что делают? Оказывается, татары изучали Золотую Орду. Нахи Самбет собрал, Идыгай, так, эпосы собирал. И кто-то настучал, кто-то соображал. Поэтому вся эта подлинная история регионального масштаба, общетатарского масштаба в современной литературе научной и периодической есть. В интернете, если хотеть, источники, YouTube-канале есть. Но, к сожалению, вот с общего нашего какого-то зеркала, куда бы все весь татарский мир пока у нас умещается, пока у нас нет. Пока у нас вот так же, как разбросан, так я сегодня рассказываю, я специально не подготовил ни записи, ни плана. Просто я решил обратиться к вам, всем обратиться. Вот перепись у нас предстоит. Там, да, у нас там проблемы есть, некоторые
регионы объявляют наш язык или наш народ, там, как будто их у нас никогда не было, названий не было. Ну, сейчас последние несколько дней, может быть, месяц, огромное количество научных публикаций, видео вышло в интернет. Только их смотреть же надо, систематизировать надо, понимать надо, тогда представление татарского мира будет хорошее. Но в то же время мы можем сейчас, на перепись посчитать, она пойдет, потом подобьют бабки, потом нам объявят общее количество. Вот считается, что мы вторые в России. Может, останемся, может, не останемся, но на самом деле мы должны быть татарами, сохранить свое лицо, свою историю, культуру и свой общий массив. Правдивую информацию надо. Для этого что? Да в каждом населенном пункте себя посчитать как следует. Для чего? Чтобы мы организовывали клубы, образование, школы, открывали классы в соответствии с нашим количеством. Мы же платим налог, мы же детей имеем, мы же отдыхаем, мы же живем. Почему в населенном пункте есть 95% татар, там должны писаться, что их 5%. Смотрите. Получается, даже если перепись отложить или никогда ее не посчитают, татары, которые живут в любом регионе, в любом населенном пункте, в микрорайоне, они должны посчитать татар так, как они себя считают. Есть такой научный термин – лица, считающие себя, относящие себя к татарскому народу. Пусть так. Пусть только посчитаем те лица, которые себя относят, ну, которые хотят посмотреть концерт, хотят увидеть книгу, хотят встречаться, хотят соблюдать обычаи, хотят познакомиться с парнем или девушкой. Получается, что нам хватит уже дремать, хватит у нас искать или кого-то что-то критиковать. Обязательно мы татарским миром должны сначала объединиться информационно. И поэтому я буду ждать, и пусть портал мне в этом поможет, ваши предложения. Вот расскажите, у кого что происходит. Вот я показал структуру Конгресса татар, там какие организации в каких регионах. Там же организаций очень мало, там же вас нет, там же вашей деревни нет, вашей улицы нет. Понимаете, мы как можем в один портал Конгресса татар сразу туда поставить? Вот нам надо, чтобы они вот были. И поэтому я вижу только еще хотя бы для начала быстро и дружно в каждом субъекте федерации, в каждой стране, наверное, есть сайты. Сайт вашей национально-культурной организации, сайт вашего сельсовета, если татарский сельсовет или там деревня, или в группе ВКонтакте вашей деревни, там же они есть. Посмотрите, куча сейчас у нас порталов, а чтобы справочник татарских сайтов, всех сайтов, даже лайв-журналов, где они? Поэтому я предлагаю вместе с ребятами Райнуром Хасановым, Гузелья Геннадьевной, с нами, со мной вместе, с Равилем Закировым, который со своими коллегами ведет большую работу по созданию информационного мира. Мы уже провели несколько медиа-форумов. Давайте подтянемся. Во-первых, в Конгрессе татар сайт есть. Потом у вас, ну, под Матбугат.ру, вы не знаю, куда вы хотите. Что вы хотите, кому больше доверяете, только обозначайте, давайте. Чем больше будет адресов ваших или интернет-сайтов, порталов, тем лучше мы друг друга познаем, и тем быстрее мы объединимся. И тем более, и там, где интернет-сайты, электронные адреса есть, тем быстрее мы можем обменяться мнением. Мой адрес очень простой: rimzil.valeev@gmail.com. Строчными буквами обычно пишу, но найти несложно меня при желании. Поэтому татарский мир, получается, сегодня я, может быть, не успел полностью раскрыть, я могу найти, отвечать на ваши вопросы, но татарский мир, получается, это скопление правдивой информации регионов, стран, населенных пунктов татарского проживания татар и демонстрация того, как чувствует себя татарская культура, образование, исторические памятники,
талантливые люди, герои такие, как Дамир Юсупов, который самолет посадил, сохранил жизни сотен людей. А таких у нас ведь очень много. Ну, хотя бы, чтобы наши дети, наши внуки хотя бы росли, не стыдясь представителям, какого народа они являются, и что они могли бы сделать, и как они могут реализовать себя. Поэтому это возможно только через вот такое использование волшебного окошка через интернет. Есть такая татарская древняя песня «Сағынғанда ойға қара, ойға ұшырашар көзіміз». Когда ты соскучишься по мне, посмотри, говорит, на Луну. На Луну посмотри. Наши взгляды встретятся прямо на Луне, открытие на полнолунии. Наше полнолуние – это интернет, это наш портал. Спасибо за внимание. Дамир, что будем делать? Пишите вы. Ремзи Халичев, большое огромное спасибо за такую интересную лекцию, за такое широкое раскрытие темы. Очень понравилось, и мы надеемся, что это будет продолжение еще. Дальше в следующих лекциях мы вас услышим. Вот. Пока что мы закрываем сегодняшнюю сессию. Просим всех наших зрителей и подписчиков оставлять свои комментарии, вопросы под постом в социальных сетях, к видео в YouTube, и мы обязательно передадим все ваши вопросы и пожелания Ремзилю Салиховичу. Огромное вам спасибо. Вот. Дай Бог вам здоровья, берегите себя. И мы с вами еще увидимся через неделю. Надеемся, у нас будет лекция. Спикер пока что подбираем. Вот. Но тем будем продолжать. И каждую субботу в 3 часа будем собираться на нашем канале, портал. Спасибо вам огромное. Если мы будем уверенно, четко, оптимистично заниматься тем, что нам нравится, что нам объединяет, тогда все-таки вирусы нас не победят. Дай Бог. Спасибо большое. Да, отключайся.